Добрый вечер. А теперь о главном. Вчера министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков посетил Ташкент для участия во встрече «Центральная Азия плюс США», называемой сокращенно C5+1. На полях саммита Айдарбеков встретился с американским госсекретарем Майком Помпео и обсудил двусторонние отношения, в частности, введение Соединенными Штатами визовых ограничений в отношении Кыргызстана. Айдарбеков еще раз отметил, что это решение американской стороны напрямую затрагивает интересы граждан Кыргызстана. До этого, на другой день после объявления решения, кыргызский МИД уже делал специальное заявление, в котором говорилось, что тем самым кыргызско-американским отношениям нанесен чувствительный урон. А до этого, 22 января, в МИД вызывался посол США для объяснений. Майк Помпео сказал вчера на встрече с Айдарбековым, что США готовы рассмотреть ситуацию вокруг иммиграционных виз и отмечает необходимость в активизации взаимодействия сторон на уровне правоохранительных органов, а также обращает внимание на объективные технические стороны вопроса, связанные с соответствующими стандартами американского правительства. Алишер Мамасалиев написал вчера, что этот шаг США можно рассматривать как санкции, потому что аргументация Вашингтона не совсем логична и в качестве причины приводит в пример денонсацию в июле 2015 года базового соглашения о сотрудничестве, подписанного в мае 1993 года. По его словам, США уже несколько раз пытались возобновить соглашение, однако требовали для своего персонала дипломатический статус. Но кто кому помогает? Кыргызстан хотел бы получать помощь Запада, но не желает выполнять условия этой помощи, которые не такие уж драконовские или невозможные. Если страна не желает такие условия выполнять, не просите помощи и решайте все свои проблемы своими силами. Или изучайте дипломатию и старайтесь не доводить ситуацию до такой степени, что приходится испытывать унижение. Кыргызстан выдворил авиабазу, благодаря которой встроился в серьезные международные действия и мог далее наращивать такое сотрудничество, да еще зарабатывал на этом миллионы. Кыргызстан отказывается пересматривать некоторые судебные дела на уровне международных стандартов, отчего сама его судебная система поднялась бы на новый уровень. Разве от этого был бы нанесен чувствительный урон отношениям? И решение паспортных проблем – это ведь тоже сугубо в интересах самого Кыргызстана. Кто только не пользуется сейчас кыргызскими паспортами. От трудовых мигрантов в России, которым тем самым легче устраиваться на работу, до уголовных преступников где-нибудь в Африке. И малые предприятия по выпуску кыргызских ID-карт действуют уже не только где-то за рубежом, но и в самом Кыргызстане. Обратился по объявлению, скажите, за сколько вы изготавливаете, какие документы. Тот человек сказал, что изготавливает ID-карт только на несуществующее имя, на несуществующие данные гражданина будут изготавливаться. Фотографию передает, оказывается, и ждет некоторое время, и там есть гарантии какие-то, говорят. И ведь власти почти ничего не делают, чтобы этот вопрос решить, чем проблему усугубляют. ГРС сообщает, что они никому незаконно не выдавали паспортов. А если кто-то за рубежом или просто вне ГРС изготавливает кыргызские паспорта, то за них ГРС отвечать не может. Но пусть эти дельцы попробуют изготовить подложный американский или немецкий паспорт. Их найдут и так накажут, что они больше никогда на такое не решатся. Проблема в том, что чиновники, приватизировавшие государство, совершенно не думают об авторитете этого государства или о том, как оно выглядит на международной арене. При любой и каждой встрече с представителями мировых держав или международных организаций они выпрашивают помощь. А когда кто-то оговаривает условия такой помощи, мы обижаемся, они вмешиваются в наши внутренние дела. Тогда не надо ни о чем и просить. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Айып. Всего вам хорошего и до свидания.